Ущерб, который может возникнуть от прорыва этой дамбы, можно исчислять миллионами. Под угрозу подтопления попадают высшая школа музыки, 2 летних лагеря и дачные участки на Покровском тракте. Песчаное сооружение перекрывает реку по всей ширине, не пропуская воду нигде. При накоплении большого количества воды свыше дамбы, получается, может произойти резкий прорыв, и вследствие чего могут быть затоплены довольно значительные территории ниже по течению, а также может, на наш взгляд, пострадать шлюз-регулятор бетонированный. В 4 километрах от этой дамбы находится важное строение, которое контролирует природный баланс воды в озерах Якутска. Это сооружение регулирует наполняемость водой озера города, которые в свою очередь подпитываются от реки Шестаковка. По словам инспекторов охраны природы, оно как раз попадает под удар, так как находится ниже по течению от той самой незаконной дамбы. Если этот шлюз-регулятор будет снесен, то некоторым озерам может не хватить воды, а некоторые наоборот переполнятся. По словам руководства города, эту дамбу возвели подрядчики строительства линии электропередач. Им поручено снести сооружение. На подрядную организацию, которая производит там работы, я выходил лично, связывался с руководителем. Он обещал до 10 числа навести там порядок, привести все в исходное состояние. Комитет охраны природы в настоящий момент проводит административное расследование. Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности. Штрафы на должностных лиц могут достигать 30 тысяч рублей, для юридических до 100 тысяч рублей или приостановления деятельности. Юлиан Бояркин, Максим Бурцев, Вести, Якутск.